библиотека участвует в новом проекте Республиканской детско-юношеской библиотеки, посвященной началу Великой Отечественной войны «След войны». Проект задуман для сохранения воспоминаний детей войны, родившихся в период с сентября 1927 по 3 сентября 1945 года. Очень важно, чтобы дети и молодежь знали, помнили историю своей страны, своей семьи. Великая война явилась крупнейшим событием XX века, определившим судьбы многих народов. Эта война была нечеловеческим явлением, которое с большим трудом удалось советскому народу. У нас сегодня в гостях заслуженный работник образования, 40 лет проработала в сфере образования Валентина Раднаевна Цыбенова. И руководитель станции юных туристов Кижингинского района Еши Жалсын Зундуевич со своими ребятами. Валентина Раднаевна, скажите, пожалуйста, как вы узнали о войне? Я еще была маленькая. 43 года я родилась. По рассказам родителей, вернее, отца и дяди, мать, брата, матери. Я рассказывала, слушала, она рассказывала, как проходили отечественные периоды, потому что он работал в Сауде. Потом он его собрали, он на Восточном фронте немного ранили и его. А вот дядя, вот именно все эти ужасы, да, прошел всю войну. Дальше, насколько он, не знаю, до какого города он дошел, но он вернулся живым. Вот он рассказывал. Он был немножко глуховат, но нам немножко замену, значит, уже перестают, отдых давали. Они проходят, значит, смотрим кино. Я, говорит, ничего не слышу, кино идет, и смотрю, все что-то выбегают. И я, говорит, выбегаю. Но как выбегаем, там уже где-то начинается вот эта стрельба, падали. Ну и так, каким-то образом он, в общем, прошел всю войну, и в 49-м году он только вернулся. Вот работал там 50 лет. Вот он все такие рассказывал. А я сильно так, конечно, знаю. Ну и в школе нам передавали телефон, рассказывали, как что, мы сами изучали. Ну, все, что я знаю. И сейчас наши ребята будут задавать вопросы Валентине Раднаевне. Ну, давайте, ребят. С кем из родственников вы жили во время войны? Ну, с мамой, потом отец приехал, списались, короче, и ну, с родителями. Ну, там 2 года оставалось жить. Я же маленькая. В 47-м году уже, я знаю, в 47-м даже вот эти моменты еще не закончились. Там была расстройство. Но было очень тяжело, очень много народу было у нас в Валентине. Умирали, но особенно задело русские силы, потому что буряты, находясь в своих, ну, эти выживали. Ага, но среди русских сил очень много было. И под голодом. Ну, вот это я там уже видела. Кто из вас их родственников? Ну, я говорю,
Ну, кто его знает. У вас были медали какие-то? Я все носила. Когда играли, да? Играли. Ну, когда все, медаль повесит, хорошая. И такая все ходила, что я медалистка цифровая. Ну, маленькая была. Мне тоже охота, видимо, было. Они вот, я знаю, что какие медали я даже не знаю. Ну, у дяди, видимо, были. Это нормальные награды. Но 4-5 медалей у отца было. Я помню, он навсегда школу все носил. Посещали вы школу? Что? Школу посещали? Ну, естественно. Я уже позднее выходит. Мы все учились. Но, правда, разнобой в первом классе. Первый класс мы в 49-м году. Я пошла в первый класс. Не первый класс, а подготовительный класс. Это нулевой класс. Там, когда еще 4 года начальные классы, и того мы учились 5 лет. Нет, конечно, мы сами покупали. Тогда ничего не было. Сами покупали все тетради, А какие у вас сумок таких, ранцев, вот это в то время не было. У нас всякие разные сумки, у кого что, кто как может. Ну, бывали такие портфельчики носили, а кому еще сошьет, вот таскали. Я помню, в первом классе, это в нулевом классе, мне шили вот такую с лямочку, типа такой сумочки, вот писала. И мы вон с горы стали стоять в сумочке. Он, вот где вот это самое, по-советски там есть, угол с этого. Ага. Ну, учились. Ну, там, конечно, учителя нам рассказывали, как что. Но мы тоже кое-что увидели. С 4 класса мы уже ходили и сажали картошку, помогали совхозу. Колхозы тогда были. Копали, ездили. Ой, прямо с радостью, конечно, работали. Но учились. А какие у вас были учителя? В первом классе была у нас Назма Швидовна. Была очень такая добрая, хорошая, но как вторая наша мать. Она все вот старалась нас учить. Но в классе у нас было, по-моему, около 20 детей. Ну, естественно, в классе разные. Кто-то хорошо учился, кто-то слабо. Но она ходила в свадьбу к себе, дополнительно занималась, она поставила, там, мы типа фашисты были, мы просто помогали мы дети, садика тогда не было, мы нагоняли. Да, родились, а эти свадьбы она приводила, и конфеты, и такой большой кусок, сахар пусковой, вот такой большой кусок наружу. Выучить вот это решение. Вот старались дети учились. Вот так она нас выучила. 5 лет примерно. А работали ли вы? Что? Работали ли вы? Немножко больше я не слышу. А работали ли вы в такое тяжелое время? Ну, помогала. У меня родители были в сельском хозяйстве работали, я дурка была, поэтому, естественно, с малых лет мы помогали своим детям. У меня старший брат, вот мы вдвоем со школой ездили на каникулах, или субботу-воскресенье, в субботу учились, в воскресенье, один день, вот целый день мы, естественно, помогали родителям выбирать, где доить, где телят тыкать. У меня мама работала дояркой. Ну, я знаю. Ага, с малых лет, от 6 как бы, даже с 5 как бы помогала, даже до школы, я помню, что помогала. Потому что других помощников-то там было народу мало. После войны было
очень тяжелое время, поэтому пришлось. Родители уйдут на работу, я и варила, типа, и печку топила, как могла и стряпала. Вот, 6 лет, это даже до школы, помню, как я начала. Это любой ребенок, у которых животноводы, вот так они работают здесь. Не только я одна, конечно. Помните ли вы рассказы взрослых о войне? Чего? Помните ли вы рассказы взрослых о войне? Ну, конечно, естественно, это мы когда учились. Я сперва в техникуме училась, в лестехническом кончила, потом в училище пошла петь. И там учителя нам рассказывали, да и сами, вон, войну книг сколько угодно. Тогда не было у нас никаких интернетов, никаких телевизоров, поэтому мы читали. Основное наше занятие было книга. Читать, опознавать, что надо. Вот нынешние дети не очень любят читать, как я знаю. Какими запомнились вам солдаты-победители? Чего? Какими запомнились вам солдаты-победители? Ну, конечно, это особенно вот эти редко, вот у нас с села моряки красивые, но, естественно, они в форме все. Для нас это было вообще прекрасно. Больше как. А какое ваше самое яркое воспоминание из детства? Школа. Самые хорошие воспоминания, как мы учились. А как и чем вам запомнился День Победы? Ну, День Победы как? Естественно, но тогда я еще в 45-м году, какого у меня возраст. Ну, потом, естественно, это великое, конечно, великий день. Каждый, тем более я работала в школе, поэтому Каждый должен ага, знать. каждый должен знать. Ага. Что Я вам вначале... придавало, что вам придавало сил для преодоления трудностей? Что помогу? Что придавало вам сил Для преодоления трудностей. для преодоления трудностей? Характер свой, наверное, надо тут уже. Каждый человек знает, как это преодолеть, по-моему. Выжить, да? Да, чтобы выжить, надо самому стараться больше. Естественно. Быть мужественным. Да, смелым. Не бояться ничего. Трудиться, заниматься. Вот все, что я, например, знаю. То, что я делала. Мы ночами сидели и читали. У нас свет погашалось 12 часов уже, до 12 свет есть, уже дальше нет. Мы старались даже всякий Керосиновые раз. лампы? Да, Сидели, да, да, лампы. учили? Сперва же были лампы, не было вообще, вот на гуртах, например, это вообще поздно начали он этот свет появляться. А так вот приходилось нам при лампе, при свечах все читать. И это не сказка, это я точно, это я все это видела сама. Ну и читали мы очень даже, вот, не знаю, сейчас почему-то дети не очень интересуются. Вот, правда. Вот, все, что вот я знала, вот у нас книга. Это наше было любимое дело читать. И еще подражать, вот, героям этих книг. Думаешь, вот бы я тоже, наверное, так сделала. Ну, правда. Сейчас дети, кого там, телевизор смотрят, там всякие ужасы. Кому это надо? Не знаю. Так что дети надо, конечно, тут это такое, как бы поучительное. Я вам книга — это жизнь. Оттуда все узнаешь. Не столько он и по рассказам своих учителей. В наше время мы учителей уважали, любили. Они для нас были боги. Даже выше, наверное. Тогда Бог-то мы говорили нету, поэтому вот это наш Бог, учитель. Что он сказал? Все, чтобы не делать что-нибудь, то, что нам задали, не сделать, это вообще нельзя. Вот. Каждый старался. Да, каждый старался по-своему,
по своим силам, конечно. Ну, вот такое дело это. Вы испытывали ужасы войны? Нет, конечно, я, по кино, вот по картинам, по этим, какое могу я испытать? Вы прошли через кошмар войны. Что бы вы хотели пожелать нам, молодому поколению? Ну, конечно, чем больше будете про войну читать, тем больше будете узнавать ужасы и переживать. Ну, вот это надо вместе переживать. И оттуда себя поставить на такой путь, на какой вы хотите. Мне кажется. Ну, чтоб не было войны. Мы благодарим, что вы к нам пришли. Спасибо вам огромное, Валентина Роднаевна. И нашего Ешижа Санзундуевича пришел и поддержал нас со своими ребятами. Желаем всем здоровья, благополучия, успехов. Я что могу детям пожелать, вот нашим новому поколению. Пожалуйста, вы любите себя, своих учителей и самое главное, любите